Ребят, смотрите, какие места для рыбалки. Вообще хорошие местечко такие. Тут глубина, коряги. Но мы поедем дальше. Сегодня у нас будет рыбалка, первая рыбалка летняя. Мы еще поднимемся выше, где-то с километр. И там будем рыбачить. Едем на УАЗике по лесной дороге. Параллельно речке эта дорога поднимается. На месте. Дальше я не поеду. Вот тут следы. Видно, что тут рыбачили тоже люди. Глянем местечко тут. Вроде как хорошее место. Песок, пляж такой. Комарье подтягивается. Ладно, болтать не буду. Буду пробовать рыбачить. Может, чуть-чуть еще дальше можно. Там еще место посмотрим. Роса. Ох, сколько росы тут. Тут тоже отличное место. Ясно, понятно. Будем думать, решать, где сесть и рыбачить.
поклевочка, ребят, первая поклевка. Ок, сорвался. Да, сидел уже на крючке. Вон как клюет. Бешеный клев там, может сидит уже кто. Решил порыбачить на поплавок, попробуем. Ок, ну что ты будешь делать? Очередная рыба ушла, блин. Вот смотрите, которая рыба уже у меня падает, блин. Все срываются, я не знаю почему. Рыба не хочет брать нормально. Из воды выходят и падают. Опа! Первая рыбешка, ребят. Долгожданчик. Отпускать не будем. Первый улов. Думал, сегодня вообще без улова будем возвращаться. А нет. Одну рыбу хоть поймали пока. Вот и вторая. Даже в донке там черви немножко покусали и все. Вообще рыба как-то неактивная сегодня. Очень-очень неактивная, как ни странно. Смотрите, белая бабочка, и это не первая уже, сколько за рыбалку, несколько штук уже в воду они падают. Вон, какие они. Кормежка для рыб.
Видно, у них заканчивается сезон. И они упадают. Выходит солнце, там уже светло становится. Мы вышли где-то 4 часа, наверное. Ну, у нас белые ночи все время в таком состоянии. Ночью светло. И сейчас где-то час, наверное, уже рыбачу. Поймал две плотвы. И клёва вообще нету, поплавок не дергается. Подходы бывают редкие. Может, щука подошла, там стоит. Всех разогнала. Там тоже всплеск. Ну, посидим еще. Чуть-чуть прохладно, я, наверное, одену куртку. О, солнце уже выглядывает. Вот так. Очень много комаров, дофига их. Вот так. Такой вид сверху. Там удочка стоит, доночная. На поплавок пробовал, тоже не клюет. И там донка еще один с червями. Мало что дергает, даже на донку. Ерши даже не ловятся. Ребят, пробовал рыбачить сегодня на все виды снасти. На доночную снасть. Вот такая дедовский метод. Удочка с доночной снастью. На поплавочную снасть. Спиннинг разбирал, покидал тут, думал, щука сюда подошла. Также стоит у меня донка. Ловлю на червя, на опарыша. Вообще клёва нету. Солнце уже встает, вот сейчас будет ослеплять. Солнце идет в ту сторону. И я дальше, наверное, сидеть не буду, потому что клев вообще прекратился. Поймал две плотвы, только 2 штуки вот попалось, 2 плотвы, и больше клева вообще нету. Начали уже плескаться рыбы, вон там, уклейки, наверное, это, я думаю, уклейка верхоплавки, потому что где солнце, там и плещется. И здесь тоже вон всплески. Кругом рыба плещется, вон там сверху очень много всплесков тоже. А здесь мертвая зона, как будто получается. И прикормил, и по второму разу прикармливал. Но не хочет рыба брать. Я не знаю почему. У меня была сегодня первая пробная рыбалка. И на это место, конечно же, второй раз я не приеду. В следующий раз буду рыбачить где-нибудь на другом месте. Может, ниже на поворот, вон там. Тоже хорошие места. Может, еще ниже. Ну, будем смотреть. Может, выше поднимусь там на 2 поворота. А там вообще классные места тоже для рыбалки. Рыбалка, сезон рыбалка только у меня начинается. Так что пускай сегодня у нас без клёвья, но в следующий раз повезет. Сейчас я буду убирать все снасти, донку,
удочки и будем уже направляться в сторону домой. В общем, как сказать, еще может быть я еще заеду на одно место, посмотрю место на следующую рыбалку. А здесь я дальше сидеть сегодня, думаю, уже не стоит, потому что бесклёвье. Рыба, вон, как поплавок на одном месте стоит и все, не хочет клевать рыба. Хотя вчера вечером сосед сходил на рыбалку и говорил, что нормально клевало. Где-то 50 с лишним штук они поймали. Плотва, ельцы. И клев, говорит, хороший был. А сегодня вот такое утро. Сегодня 28 июня. Первая рыбалка у меня на удочку. 2019. Опа. Вот он, рыба, ребят. Новое место, и опять попался плотва. Не крупная, конечно. Вон, как говорят, живет. Для собакам нормально. Тулан любит рыбу. Опа. Вообще мелочь. Какой сорвался сорванец. Ну, смотрите, какой малюсенький, отпускаем. Это более-менее, хоть чуть-чуть больше, крупнее. Вот такой. Ну, не скажу, что они крупные слишком, но... Ну что, ребята, как вы поняли, я уже рыбачу на другом месте. Чуть выше, вон моя машина. И где-то, метров 20 выше поднялся. Тут крутой берег, очень крутой. Но не глубоко, где-то 1,5 метра, наверное, глубина. Выше там еще мощно плещется рыба, но все, наверное, буду закругляться. Поднимается ветер, вон там уже волны начинаются, вон как плещется рыба. Конечно, на экшен камеру снимаю и приблизить невозможно. Солнце уже высоко, порыбачил где-то, от силы 2 часа, примерно 2,5 часа. Потому что у меня съемка уже идет 2 часа, значит, с остановками где-то 2,5 часа чистой рыбалки. И перед тем как уехать, вот тут еще стоит черемуха, куст такой, очень мощный куст. И смотрите, сейчас я покажу, ребят, очень много ягоды,
Очень много ягоды черемухи будет в этом году. Прям горсти такие вот висят и созревают. Многие, конечно, тоже как-то бледноватые, но непонятно. А так, на вид, очень много их прям висят, как виноград. Так что будем надеяться, что будет из черемухи тоже можно варить компот. Очень вкусный получается. Рецепт очень простой тоже. Где-то кастрюлю, там несколько стаканов черемухи и сахарный песок. Варишь где-то буквально там минут 20 и можно пить с удовольствием, очень вкусно. Но вот в этой стороне, я не знаю почему, но они вон, как сыпятся и бледные. Может тоже не хватило, как сказать, не хватило тепла. Здесь уже созревают, уже начинают краснеть. Сперва они красными становятся, а потом уже почернеют. Вот. Ну все, я рыбалку уже буду заканчивать. Просто вот мне хочется еще просто побродить, но росы очень много. Тут следы какие-то вот похожие, вот присмотритесь, очень даже похожие на медвежьи следы. Потому что вот такая две полосы, и тут еще две полосы. Не знаю, вот чьи следы. Не знаю, очень даже интересно. А тут уже мотоцикл проехал. И вот след мотоцикла. Сейчас поднимусь еще чуть-чуть выше. Тут канава. Вот. Канава. А здесь луг. Этот луг еще косят, ухаживают за этим лугом. Ну, сено заготавливают вот тут. И поэтому я еще до сюда доехал. Потому что там дорогу еще следят за дорогой. Там где что надо вырубают, расширяют. Ну, чтобы сено отсюда вывозить. Конечно же, можно просто ходить, походы там показать. Вот красиво, но это не передать видеокамерой. Эту красоту, этот запах травы. Вы представляете, какой сейчас идет утренний запах травы. Прям роса. Вон я весь сырой. И от росы еще запах травы. Вот тут очень мощно плещется рыба. Вон там, вот ниже. Вот за этими ивами. Так можно присмотреться на будущее. А тут уже начинается мелководье. Но вода еще очень... уровень воды где-то сантиметров 30. Лишней воды еще есть. Потому что здесь полностью высыхает река. Полностью высыхает. И на моторной лодке невозможно проехать. Где-то вот там выкручиваешься повороты, там туда-сюда делаешь, еле-еле проезжаешь. А в той стороне вообще засыхает там, ну, воды, вот столько, наверное, сантиметров 10 воды остается. Хотя здесь очень глубокая яма. Вот такие делишки. Тут, смотрите, сосна, мощная сосна, высокая тоже, шикарная там, широкая. Ну, и вон, смотрите, что творится. Вот, как будто шишки. Если присмотреться, вот это как будто шишки. Но вот тронешь их, а там ничего нету. О. Я не знаю, это может сосна так цветет, может так цветет. Или же это пустоцветы какие-то, вот непонятно. Должна быть, может, здесь шишка, но шишки тут нету. Вон, смотрите, как все красиво, как будто шишка. А вот сейчас я дотронусь до него, и они сыпятся вон. Такие. Ну, почему так, я не могу объяснить. Не могу объяснить, потому что не знаю. Может, это цветет так, или же пустоцветы такие.
Но на каждом сучке там по несколько, по 10, по 20, по сотни штук тут. Первый раз такая, если честно, даже вижу такую красоту. Очень красиво. Здесь, ребята, озеро. Озеро небольшое. Тут караси тоже водятся. Да. Вот тут озеро такое. И здесь такие лужи. Бывало, здесь стрелял я с вязя. Было дело. Поднимался на охоту на мотоцикле. И увидел, короче, подстрелил. Там как будто волны какие-то были. Все, лес оживает, потому что солнце уже высоко. Ну да, уток нету. И дальше так ведь огонь там еще дальше идет. Это, ну, нет лужи, нет озера, непонятно что. Но караси, думаю, тут водятся. Караси, думаю, тут есть. Да. Ладно, возвращаемся. То в азарт, как всегда, вошел. В азарт. Хочется поснимать. Чирок, ребят. Я слышу чирка. Где-то, значит, выводок чирка тут есть. Далеко идти, конечно. Далеко идти, но чирок тут есть. Чирки. Вон он летает, вон. Вон он летает. Да, это мать. Чирка, наверное, самка. А там где-то, наверное, выводки в кустах или же в траве. Очень густая трава тут. И вообще кормовая база для них отличная. Для них хватит этот участок, чтобы потомство вырастить. И смотрите, здесь какая красота. Все желтое. Все желтое. И там желтое. Там много щавели. Там, если суп сварить, там или еще. Очень много щавели. Очень красиво. Много бабочек летает. Очень мелкие-мелкие. Но их очень много. Жалко, конечно, я не взял Panasonic, чтобы приблизить, показать. Сотни десяток тысяч тут. Ну, это громко сказано, но сотни бабочек-то есть. В общем, что-то летает туда-сюда. Красота. Ой, зацеп. Вон, ребята, сидит рыба. Не знаю, видно, не видно вам. И за корягу зацепилась. Вон. Вот такие делишки. Подтянуть. Зацеп. Вон рыба. Надеюсь, видно, не видно. Как он туда умудрился зацепиться, блин. Так, непонятно как отцепить. Блин, глубоко. Можно и блюхнуться запросто. О, спасли. Спасли крючок. А, рыба.
знаете, я возьму эту тоже рыбу. С собакам это будет угощение. Будет угощение. Все, разобрались. И прикормка тоже закину туда. Ну, смотрите, сколько там прикормки закинул. Пусть угощаются на следующий раз. Больше, может, поймаем. Мой БТР стоит сегодня на УАЗике. Первый день. Первый день на УАЗике приехал. Потому что непонятно, какая дорога. Так. Все. Раздеваемся. Ну что, ребята, будем закругляться и поедем домой. Снимал на экшн камеру, вот такое крепление на мне. Не на голову прицеплял камеру, а на грудное крепление. Не знаю, что получилось со съемкой. А такая рыбалка вообще. Без клёва попал, как обычно, блин. Бывает, там ловишь нормально, попадает, а сегодня полный штиль. Первоначально, когда закидывал удочки, там после прикармливания сразу поклевки пошли, и очень даже, можно сказать, были много поклевок, но вот отцеплялись, рыба уходила. Там начнешь поднимать, он на крючке сидит и сразу уходила. Ну, что поделаешь. Дальше снимать сегодня уже не буду, как я буду обратно ехать домой. Хотел еще присмотреть на следующую рыбалку место, но я передумал, я напрямик поеду домой. В следующий раз все равно буду менять другое место, пробовать на другом месте. Как все будет, вы увидите. А на сегодня все. Всем пока и удачи. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Что заслужил вообще. Пока. Остановился по пути. И смотрите, как плещется рыба. Мощно плещется рыба везде. Но не крупная. Не крупная. Вот такой омут здесь тоже. Тихое место. Можно тут рыбачить. Можно здесь рыбачить. Вот тут такое завалено. И здесь можно рыбачить. В общем, места дофига. Было бы желание. И тут очень много ласточек. Ласточки летают. Ласточки. Сосед куда-то вот сюда, наверное, приходит он рыбачить. Недалеко, говорит, я езжу. Гнезда у ласточек. Наверное, вот где-то тут. Они тут летают. Вон как плещется мелочь. Вот гнезда у ласточек. Вот гнездо. Дырка там такая. Видели? Вот здесь гнезда у ласточек. Такие туннели тут. Вон, входное отверстие. Вон они. Вот. А, взлетела, блин. Напугал меня. Неожиданно так. Вот так. Тут следы у соседей. Видно, они тут спускаются, где-то и тут рыбачат. Вон какие всплески. Хорошие. Вон. Вот следы вон туда, наверное, идут.
Тоже здесь поднимаем. Вон корень какой тут. Деревья. Блин, хоть снимай и снимай дальше. Так и хочется дальше снимать. Ладно, надо ехать. В следующий раз также поснимаем. Все, надо ехать, в общем, ребята.